Добрый вечер, это телеканал ТНВ, и вы смотрите новую телевизионную викторину, в которой каждый, абсолютно каждый может проверить свои знания по татарскому языку. Меня зовут Ильсур Нафиков, и я приглашаю вас на телеигру «Переведи». В нашей программе принимают участие два игрока. Герои сегодняшней игры, наши коллеги с канала «Татарстан Нового века» Асоль Мухамедзянова и Руслан Мазитов. Добрый вечер. Привет. Прям так хочешь сказать, доброе утро, но нет, здравствуй. Рада тебя видеть. Пришел я сюда для того, чтобы подтянуть свой татарский. В школе была 4, но сейчас, я уверен, у меня твердая 3. Простите мне сарказм, но я стараюсь, как могу, учу татарский язык. Конечно, я надеюсь на победу, но, зная свою соперницу, надежда тает потихонечку во мне. Пришла на программу «Переведи», чтобы узнать, насколько же хорошо я знаю татарский или же не знаю. Руслан сильный конкурент, будем бороться не на шутку, но я думаю, я справлюсь. Ну что ж, Асоль, Руслан, правила первого тура очень просты. Дело в том, что сейчас перед вами появятся две темы. Вам надо будет решить, кто будет выбирать первым. После этого вашему вниманию я предложу 8 вопросов, 8 слов перевести с русского языка на татарский. Все очень просто. Чтобы было еще проще, у вас будет 3 варианта ответа. Ответьте правильно, заработайте 2 балла. Ответьте неправильно, и возможность заработать 1 дополнительный балл на вашем вопросе будет у вашего соперника. Все понятно? Да. Данный тур не лишен всяких бонусов и интересных моментов, поэтому будьте готовы. Готовы играть? Да. Всегда готовы. Уважаемые телезрители, мы начинаем первый тур телеигры «Переведи». Асоль, Руслан, кто выбирает? Я думаю, пусть выбирает Руслан. Руслан, туризм или религия? Что ближе? Давно отдыхала? Летом. Летом. Тогда туризм. Итак, играем в туризм с Русланом. Руслан, готов? Первый вопрос. Как на татарский язык переводится слово «столица»? Башкала, шахарщик, шахар. Башкала. Это правильный ответ. Шахарщик – это городок, Шахар – это город, а Башкала действительно столица. Асоль, кстати, всю жизнь мечтал задать этот вопрос. Я уверен, что каждый второй в мире задал вам этот вопрос. А в честь кого вас назвали, Асоль? Не героини ли известного романа Александра Грина «Алые паруса»? Именно, в честь нее. И только недавно я узнала, что моим переводится как «стремящаяся к солнцу». Кстати, к теме нашей игры подходит. А с какого языка? С русского? Простите, с русского. С русского языка. Ну что ж, вот такой вот богатый, неожиданный русский язык. Асоль, как по-татарски будет слово «центр»? Узяк, урталок, урам. Узяк. Это правильный ответ. Урталок – это середина или среднее место. Урам – это улица, а Узяк действительно центр. Итак, Руслан, переведите на татарский язык слово «достопримечательности». Кызыклы урыннар, истәлекле урыннар, истәлекләр. Варианта «достопримечательность» нет, да, у вас, я так понимаю? Достопримечательность, нет такого Нет. варианта ответа. Ну, возможно... У нас литературный татарский язык. Пардон. Татарский язык, не французский язык. Не знаю, как по-татарски будет, извините. Поэтому, наверное, истәлекле урыннар, наверное. Есть доля уверенности в этом? Истәлекле урыннар. Даже если неправильно, я уверенно это скажу. Уверенно правильный ответ. Я горжусь тобой. Я сам собой сейчас горжусь. Казаклы Ураннар – это интересные места. Истялекляр – это воспоминания. Истялекле Ураннар – это достопримечательность. Вот видите, Руслан, вами гордятся. Мама тоже. У меня 2 мамы, Асоль и мама. Да, сынок. Асоль, вы, видимо, очень похожи на маму Руслана. Такая же молодая и красивая. Он похож на моего сына. Такой же молодой и веселый. И писается. А сына Руслан зовут? Нет, Назир. Вот видите. Сын по-татарски разговаривает? Он пока совсем мал, но я думаю, вот научу Скоро я его заговорит, лаберса, да? А насколько сложно параллельно давать ребенку 2 языка, вот воспитывать на 2 языках? Ну, мы стараемся как бы и на русском, и на татарском, потому что живем все-таки в Татарстане, где говорят на 2 языках. И он поэтому вот меня он называет Эни, а бабушку почему-то мама. Вот так вот. Вот как-то вот у нас вот так получилось, да. Поэтому, часть слов говорит все-таки на татарском. Мэ, бир. Бир. Вот. Ну, вот главные 2 слова татарского языка он выучил. Мя, бир и все. У меня дочь знает одно главное слово «аш». Аш. Она говорит «аш». И как бы все, неважно. Да, аш, открой. Нет, у меня он еще знает слово ит.
Eat. Мужчине самое важное мясо, конечно. Eat. Вот. Так что все Главное... нормально. А знаете слово «эт»? Нет, гав-гав. 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 Неправильно. Ау-ау. А вот Тот гав-гав. вообще ау-ау. А вот гав-гав. Не по-татарски лают собаки во дворе у Ассоль, поэтому... Но не суть. Играем с вами, Ассоль, тем не менее. Ассоль, переведите на татарский язык слово «путешествие». Юл, экиет, саяхет. Путешествие. Акет, я знаю, что это сказка. А Юл это вроде бы дорога. Наверное, Саяхет? Прям, наверное, или точно? Точно. У нас же уверенная игра. Да. Это правильный ответ. Ура! Юл — это дорога, акиет — сказка, а путешествие действительно саяхет. Готов. Руслан, вот я знаю, вы ведете программу «Народный будильник», да? Ну, собственно, как и вы, Ассоль. Сколько людей разбудили? Не считаем мы эту статистику, потому что это нереально посчитать. Нет, ну я вообще провела небольшую такую статистику. Мамы к этому времени уже все проснулись, потому что маленькие будильники их уже давно разбудили. А вот студенты или проспали, или же просто решили просолить, как говорится, учебу. Вот часто бывает такое. Просыпайтесь. А бывало, что сами просыпали на программу, на прямой эфир? Нет, это для меня самый ужасный кошмар. Он даже порой снится во сне, и просыпаешься иногда в 5 часов утра. Ну, организм бережет тебя, меня точнее, да. Получается так, что в 5 утра просто просыпаешься, есть еще время, спим. А я просто вообще не имею права проспать, потому что я каждое утро бужу Петра. Звоню ему, говорю, вставай, вставай. Поэтому если просплю я, проспит и Петр. Ну что ж, желаю вам не проспать. А, Руслан, в связи с этим играем с вами вопрос номер 5. Раз уж вы встаете аж в 5 утра. Ну, приходится. Итак, 5-й вопрос. Руслан, скажите, пожалуйста, как по-татарски будет... Скажите, пожалуйста. Зинхар эйтмегесши, эйтели, эйтегесши зинхар. Ой, скажите, пожалуйста. Угу. Ну, наверное, даже не наверное, эйтели. Ну, вот скажи-ка, скажи, пожалуйста. Эйтели. Эйтели. Эйтели мила Ильсур, правильно ли я сказал? Ты неправильно сказал. Ассоль, в связи с этим есть уникальная возможность заработать 1 дополнительный балл на вопросе соперника. Как же по-татарски будет «скажите, пожалуйста»? Я думаю, эйтегесши зинхар. Зинхар, как правильно сказать? Эйтегесши. Зинхар. Зинхар, да. Потому что первый, Зинхар. наверное, Выдыхайте не прямо. говорите. Первый, наверное, не говорите. Эйтмегесши, это, наверное, не говорите или не скажите, пожалуйста. Нет? Вы меня спрашиваете? Да. Вы же разбираетесь в татарском поэтому. Ну, в общем, третий вариант. 3-й вариант ответа. Да. Это правильный ответ. Все для тебя. Зинхар эйтмегеши, пожалуйста, не говорите. Эйтеля, ну-ка скажи. Вот так вот. А вот эйтегеши зинхар, скажите, пожалуйста. Итак, 6-й вопрос. Играем с вами Ассоль. Ассоль. Да. Как на татарский язык переводится слово «башня Сюмбике»? Сюмбике манарасы, Сюмбике манзарасы, Сюмбике түрбәсе. Я думаю, наверное, Сеймбике Манарасы. Почему не манзарасы? Что такое манзара? Вот, я Сейчас коллеги обидятся, если ты не обидеться ответишь. я не смогу. Не знаю, честно, не знаю. Нет, не знаю. Пусть они на меня тоже обижаются, я тоже Вообще не знаю. манзара — это утренняя программа на канале ТНВ. Это я знаю, да. А вот как переводится, я не знаю. Мне стыдно. Я не знаю, как. Мне стыдно. Иди встань в угол. После Я за программы тобой я тогда, туда стану же. в угол. Итак, ваш ответ? Сеймбике Манарасы. Это правильный ответ. Сюмбике манзарасы, так не говорят, но дословно переводится как вид сюмбике, да? Манзара — это панорама, вид. Сюмбике түрбәсе — это склеп сюмбике. А вот сюмбике манарасы — это башня сюмбике. Ну что ж, 7-й вопрос. Руслан, как на татарский язык переводится слово «правительница», да? Хан кызы, ханбике, шахзаде. Тяжелый вопрос. Для меня, по крайней мере. Ну, я догадываюсь. хан кызы, девушка хана. Нет, дочка, наверное. Дочка хан кызы? Кызы, да. Ну, коза девушка, нет? Вообще-то вы соперники, я так слово пи-пи. А, Ну так, ничего страшного. привычка. Я не хочу с ней общаться, поэтому, ну, наверное, Ну, я так полагаю. я вы- так полагаю, возможно, ну, шахзаде. То есть есть такое Нет? ощущение. Ну, есть, наверное. Наверное.
Наверное, возможно. Ну, нет уверенности, да, чувствуется? Нет уверенности. Ну, поэтому давайте еще раз подумаем. Так, еще раз подумали. Так, отлично. Ладно, вы меня уговорили. Буду винить только вас, Ханбике. То есть вы считаете, что Ханбике это правительница? Запутал, смотри, Да, запутал. да. Хулиган. Ладно, все, Шахзаде, так Шахзаде. Правильно, неправильно, ну я как бы сказал все. Вроде я пытался. Это неправильный ответ. Итак, Асоль, как вы думаете, как на татарский язык переводится слово «правительница»? Ханкызы или Ханбике? Мне кажется, ханбике. Вам кажется Ханбике? Да. Вам правильно кажется. Потому что ханкызы это, наверное, принцесса. Ханкызы это дочь хана, ну дочь вот. правителя. Шахзаде это как раз-таки принц, а Ханбике это правительница. 8-й вопрос. Играем с вами, Асоль. Асоль, переведите на татарский язык слово «пограничная служба». Шитиль хизмети, шикляу хизмети, шикбуе хизмети. Ой, произнести я, наверное, это не смогу. А можно еще раз повторить, пожалуйста, варианты ответа? Итак, первый вариант ответа. Шит иль хизмети. Второй вариант. Шикляу хизмети. Третий вариант ответа. Шикбуе хизмети. Вот у меня сомнения между... Вот первый вариант или третий. Чит иль хизмета, чик буя. Давайте рискую и назову третий вариант. Почему вы прям ощущение, что рискуете? Ну вот почему-то я не знаю, вот я сомневаюсь, но, наверное, все-таки чик буя хизмета. Третий Это как вариант. бы вот буя, это как бы переход получается, что ли, или как? Границу как раз, нет? Это буек. Буек. Наверное. И? Это правильный ответ! Ну, Третий? Да. Это правильный ответ. Шит иль хизмете – это иностранная служба. Шикляу хизмете – это служба ограничения. Ну, ее не существует, на самом деле, такого понятия. А вот шик буе хизмете – это действительно пограничная служба. Ну что ж, я вас поздравляю. На этом 8 вопросов первого тура, которые предполагают перевод русского слова на татарский, закончились. Это еще не все. В первом туре есть возможность перевести по одному слову с английского языка на татарский, тем самым заработать дополнительные баллы. Если вы отвечаете правильно на своем вопросе, то получаете 3 балла. Если нет, то на вашем вопросе дополнительные 2 балла может заработать ваш соперник. Итак, Руслан, как с английского языка на татарский переводится слово international? интернациональный, да? Не знаю. Асоль. Увы, я тоже вряд ли отвечу на этот вопрос. Я не Асоль, знаю. давайте соберитесь. Как же на татарский язык переводится слово international? Я, по-моему, догадываюсь, но давай. Увы, я пас. Я не знаю, как это сказать. Я пас. Уважаемые телезрители, уважаемые участники, international с английского языка на русский это действительно международный, а вот по-татарски это холовара. Ну что ж, Асоль, у вас есть свой вопрос, который также необходимо перевести с английского языка на татарский. И вам достается очень простое слово travel. 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 Моим вопросом, да? Travel. Это путешествие. Путешествие – это у нас путешествие. И я вот тоже не помню, как путешествие. Тяжело. Угадаешь это слово с 2 слогов? С 2 слогов нет, не угадаю. Я тоже не помню. Вот все. Так мы любим путешествовать, Да, что- но, к сожалению, не знаем, как это переводится на татарский. Путешествие по-татарски будет саяхат или сафар. Вот оно что. Сафари. Вот откуда. У меня кота зовут Сафар. Оказывается, вот оно что. Если Кот бы у я тебя знал, путешественник? я бы мяукнул в нужную секунду. Я бы Чтобы сразу вам подсказать. угадала. Ну что ж, Асоль, Руслан, на этом первый тур нашей сегодняшней игры подошел к концу. По итогам первого тура впереди вы, Асоль. Асоль, у вас 10 баллов. Руслан, у вас 4 балла. Вот так вот. Это телеигра «Переведи». Не переключайтесь. Впереди нас ждет второй тур и новая партия слов. Оставайтесь на нашем канале.
Меня зовут Ильсур Нафиков, в эфире телеигра «Переведи». Здесь победителем становится тот, кто лучше знает татарский язык. Сегодня с нами играют наши коллеги Асоль Мухамедзянова и Руслан Мазитов. Первый тур позади, и по итогам этого тура впереди Асоль. У нее 10 баллов, у Руслана 4 балла. Вы готовы играть дальше? Конечно. Конечно, конечно. Сейчас начнется второй тур нашей телеигры. Традиционно правила второго тура проще некуда. Дело в том, что перед вами сейчас появятся две темы. Выбирать будет тот, у кого больше баллов по итогам первого тура. Это вы, Асоль. После этого я предложу вашему вниманию 8 слов, которые надо будет перевести в этот раз с татарского языка на русский. Если отвечаете правильно, зарабатываете 4 балла. Отвечаете неправильно, и возможность заработать 3 дополнительных балла на вопросе соперника будет, собственно, у вашего соперника. Чтобы было проще, у вас будет также 3 варианта ответа. Все Мы просто. готовы. Все понятно? Она готова. Ну что ж, уважаемые телезрители, уважаемая Асоль, я имею в виду те, кто готовы, мы начинаем второй тур. Асоль, Руслан, две темы: государство, торговля. Асоль, во что играем? Отличные темы. С торговлей у меня точно никак. Давайте про государство поговорим. Давайте поговорим про государство. Тем более о нашем государстве можно говорить очень долго. Итак, тема государства. Первый вопрос. Играем с вами, Асоль. Асоль, как с татарского языка на русский переводится «таваш биру»? Петь, голосовать, отдать последнее. Ну вот тут я точно знаю. Это голосовать. Сразу видно, Асоль была ярким представителем участников выборов в Государственный совет Республики Татарстан. Это правильный ответ. Петь — это жерларга, отдать последнее, сунгы айбреңне биру. А вот таваш биру действительно голосовать. Руслан, играем с вами. Сразу видно, вы не были ярким представителем. Таваш биру. Челяр. Сразу видно, боится. Боится государства-то. Руслан, как с татарского языка на русский переводится слово «ряис»? Президент, председатель, управляющий. Вот это вопрос. Ну или логичный вариант был бы еще «раис», друг, там, имя человека. В любом колхозе бывает «раис». Как вы думаете... Чаще он... Я как по колхозам. Да, не буду я говорить. Есть у меня в деревне один колхоз. Но это не мой колхоз, поэтому я там не бываю. Но раз колхоз, тогда, наверное, президент, да, хотел бы сказать, но нет, председатель. Председатель колхоза. Да, скорее всего. Это правильный ответ. Президент — это президент или ильбаша. Управляющий — это идаряще. А вот председатель — это раис. Асоль, играем с вами. Асоль, как с татарского языка на русский переводится слово «хакумет»? Хакумет. Очень простое слово. Каждый день встречаем. Вот, народный будильник приходишь, и первое слово, которое знает каждый ведущий, это, конечно, хакумет. Правда? Как переводится? Парламент, совет или правительство? Хакумет. Сейчас, наверное, будет мой провал, но, наверное, это совет. Парламент. Кажется, Парламент? Парламент. А говоришь, что только мне Принято. подсказывают. Это неправильный ответ. Только мне подсказывают. Только тебе подсказывает. Все На же кону 3 балла дополнительных, Руслан, очень нужны и, мне кажется, очень помогут. Как же с татарского языка на русский переводится слово «хакумет»? Совет или правительство? Давайте правительство. Давайте-ка правительство. Давайте-ка правительство. Это правильный ответ. Парламент так и будет, парламент. Совет по-татарски будет либо совет, либо шура. А правительство — это хакумет. Итак, ладно, едем дальше. 4-й вопрос. Играем с вами, Руслан. Руслан, как с татарского языка на русский переводится слово «утырыш»? Приказ, заседание, распоряжение. Следуя логике, утр присядь, утырыш, наверное, заседание. Это правильный ответ. Приказ — это буйрок или фарман. Распоряжение — буйрок или буйрокнаме. А в действительности утырыш — это заседание. Итак, 5-й вопрос. Играем с вами, Асоль. Асоль, соберитесь. я стараюсь. Я в вас верю. Спасибо. Сразу понятно, да, как раз расположились силы в сегодняшнем лототроне. Но тем не менее. Асоль, скажите, пожалуйста, как с татарского языка на русский переводится слово «карар»? Карар. Очень простое слово. Постановление, закон, письмо. Карар. Я вообще думала, что это по-другому переводится. Оказывается, вон оно что. Не караш, а карар. Наверное, Обычно говорят, министрлар кабинета карары буинша.
Постановление. Постановление. Да. Это правильный ответ. Та-та-дам. Закон — это канун, письмо — это хат, а Корар — это действительно постановление. Руслан, как с татарского языка на русский переводится слово «шикает»? Шикает. Очень простое слово. Не шикер. Никому, а шикаят. Спасибо, что уточнила. Соль. Обращение, жалоба, заявление. Я так думаю, что, наверное, заявление. Если вам кажется, что когда вы поступаете куда-нибудь, вы пишете Шикает? «шикает». Или он говорит: хотите отпуск, напишите, пожалуйста, «шикает». Мне так вообще не говорят. Меня в отпуск не отправляют просто, поэтому Работай. работать надо. Может, поэтому я много работаю, я жалуюсь, может быть, шикает. Тоже вариант. Обращение. Ну, Давайте обращение. это неправильный ответ. А соль? Да. Давай, Как ты настроение? У меня прекрасное настроение. Боевое? Вообще. Отлично, Асоль, тогда все просто. Скажите, пожалуйста, как переводится слово «шикаят» на русский язык? Жалоба или заявление? Я все-таки скажу, что это жалоба. Это правильный ответ. Дело в том, что обращение — это муражагат. Заявление — это либо бельдеру, если вы делаете заявление, либо гариза, если вы его пишете. А вот шикаят — это действительно жалоба. Ну, а Соль постоянно кому-то шикаят пишет, поэтому... Нет, это вот ты сейчас, я чувствую, будешь... Я буду меня- на тебя, накатаю на тебя шикаят. Полезная у вас передача, я вот знаю теперь, как жаловаться. Отлично. Хорошо, хорошо. Мы Жалоба. очень рады, что наша программа приносит пользу хотя бы в таком русле. Ну что ж, 7-й вопрос. Играем с вами Асоль. Асоль, как с татарского языка на русский переводится слово «ильще»? Ильще. Страна, голос, посол. Ильще. Посол. Посол. Это правильный ответ. Страна — это либо иль, либо мемлекет. Голос — это тауаш, а ильще — это посол. Пожалуй, я посол отсюда. Стоять. Нет, ладно, ладно. Ну что ж, Руслан, Пока я никуда не посол. как с татарского языка на русский, пока вы никуда не посол, переводится слово «вакиль»? Соглашение, представитель, полномочия. Вакиль. Вакиль. Еще раз варианты. Представитель. Варианты ответов еще есть? Соглашение, представитель, полномочия. Вакиль. Вакиль. Полномочия? Нет, давайте это соглашение, наверное. Соглашение. То есть вам кажется, что вакиль — это соглашение? Я запутался, в общем. Не волнуйся. Не волнуйся. Соберись. Соберись. Осознай, Осознай. представь. Вот как ты представляешь себе, Руслан, вакиля? Ну, это такой мужественный человек. Ну, как бы там 2 метра ростом такой прям вот. То есть, между прочим, имя есть такое вакиль. Вы когда-нибудь слышали? Вот поэтому я как бы... То есть вы я решили, его что и вакиль — это представляю. соглашение? Соглашен. Не, ну он не похож на соглашение. С ним вообще тяжело спорить. Это с ним, как обычно, соглашаешься. Поэтому, наверное, ну тогда он представитель. Это правильный ответ. Да ну на. Умница. Я вакиль счастливчиков. Дело в том, что полномочия — это вакалятлер. А соглашение — это килешу. Вакиль — это представитель. В татарском языке есть такое уникальное слово, звучит так, как вакалятлы вакиль, что означает полномоченный представитель. Ну что ж, на этом второй тур нашей игры подошел к концу. И во втором туре вы набрали равное количество баллов, по 15 баллов. Общий счет игры 19-25. Впереди вы, Асоль. Впереди нас ждет финальный раунд. Оставайтесь на нашем канале. Ну что ж, правила финального раунда очень просты. Сейчас перед вами появятся ровно 2 темы. Выбирать будет тот, у кого больше баллов по сумме 2 туров, и это вы, Асоль. После этого я предложу вашему вниманию 8 слов по очереди перевести с русского языка на татарский в рамках данной темы.
Если вы отвечаете правильно, зарабатываете 4 балла. Если нет, то возможность заработать дополнительные 5 баллов на вопросе соперника будет у вашего соперника. Единственное отличие финального раунда в том, что вариантов ответа предложить я вам не могу. Все понятно? Да. Вы готовы? Страшно? Мы готовы. А куда деваться? Нас же не выпустят отсюда, пока мы не ответим. Абсолютно верно. Ну что ж, мы начинаем финальный раунд. Ну что ж, Ассоль, Руслан, 2 темы. Город, космос. Ассоль, во что играем? Конечно же, будем говорить про город. Будем говорить про город. Отлично. Говорим о городе. Ассоль, первый вопрос. Как по-татарски будет магазин? Магазин. Магазин. Кибет. Это правильный ответ. Руслан, Ну, как рядом. по-татарски будет рынок? Вот, кибет я тоже знал. Рынок. Базары. Это правильный ответ. Ты тоже Просто знал. остановка из колхоз-базара, поэтому как-то я сразу... Ассоль, как по-татарски будет слово аптека? Дарухана. Это правильный ответ. Руслан, как по-татарски будет слово остановка? Тухталыш. Это верный ответ. Пока очень легко играть. Я все просто На самом деле порадовался. все очень просто. Финальный раунд это просто такой расслабон. Ассоль, как по-татарски будет улица? Урам. Это верный ответ. Руслан, как по-татарски будет город? Шахар. Это абсолютно правильный ответ. Еще иногда говорят кола. Шахар кола. Ассоль, как по-татарски будет библиотека? Библиотека. Я ведь знал это слово. Библиотека. Библиотека. Ну давай, давай, я болею за тебя. Только не говори, что ты знаешь, как библиотека Я по-татарски. знаю. Да? Так, я Поэтому она начала еще сильнее думать. библиотека, библиотека, библиотека. Я не знаю. Мне стыдно. Ну что ж, Руслан, есть возможность заработать 5 дополнительных баллов. Как же по-татарски будет библиотека? Китапхана. Это правильный ответ. Синерсе. Вы набрали 5 дополнительных баллов. Ну что ж, Руслан, последний вопрос финального раунда, и от него очень многое зависит. Как по-татарски будет железнодорожный вокзал? Тимир юл вокзала. Это правильный ответ. Ну что ж, на этом финальный раунд и наша сегодняшняя игра подошли к концу. Удивительная игра, удивительный финал. Дело в том, что в финале очень много меняется. И, Ассоль, по итогам сегодняшней игры вы набрали 36 баллов. Руслан, вы набрали 40 баллов. И умудрились обойти Ассоль на 2 последних вопросах. Я поздравляю вас с победой, а вас, Ассоль, с прекрасным участием. Собственно, примерно в таком ракурсе мы сегодня и начинали нашу сегодняшнюю программу. Тем не менее, получили большое удовольствие от того, что провели это время вместе с вами. От компании «Татарстан новый век» и телепроекта «Переведи» мы дарим вам очень полезные подарки. Подарки, уверенные подарки. Спасибо. Разговорник. Я теперь все буду знать. Ого. Да. Библиотеку. Энциклопедия Сюзлиги. Дорогие друзья, вы тоже можете принять участие в телеигре «Переведи» и проверить свои знания по татарскому языку. Для этого позвоните по телефону в Казани 570 50 76. Нам прежде всего интересны люди, владеющие татарским не на разговорном, а на начальном или среднем уровне. С вами была телеигра «Переведи». Я ее ведущий Ильсур Нафиков. Увидимся на каналах ТНВ «Планета» и ТНВ «Татарстан». Пока-пока. Обалденная, но очень серьезная игра. Большое спасибо редакции программы «Переведи» за то, что мы ощутили с Ассоль себя сегодня в шкуре телезрителей, даже вот пытались ответить на эти вопросы. Большое вам спасибо. Ну, всем тем, кто собирается поиграть в эту игру, я желаю удачи и учите татарский. Спасибо, что пригласили принять участие в этой прекрасной программе. Было очень увлекательно. Я так надеялась выиграть, но Руслан опередил меня. Ну что ж поделать, буду, значит, подтягивать знания татарского. Всем будущим участникам желаю верить в свои силы, учите татарский. Всем большой привет!